Итак, мы зашли в музей амфитеатра, и в первой же позиции мы видим традиционную одежду, как здесь написано, традиционный дресс-код черкесского народа. Вот великолепный образец национального костюма. Черкесы, в основном адыгское население, ну, естественно, абхазы и абазины, проживающие здесь, также обозначены черкесами, и они воспринимаются, как мне сегодня сказал Анзор Нигуч из города Аммана, они также являются адыгами, они так считают, и, в принципе, ничего плохого в этом нет. Так, Анзор. Анзор великолепно знает русский язык. Так, что здесь мы видим? Это украшение, украшают женщины. Ага. Национальные одежда. Это Иерусалим, Бетания. Бетания это что? Город в Иерусалиме. То есть вот это, значит, одежда жителей Бетании, одежда жителей Иерусалима. О чем Красноречиво говорит эта запись. Это одежда людей, женщин из Джаффа. Но, в принципе, они особо не отличаются. Но, видимо, вы отличаете их по изображениям, да, на одежде. Это Рамалла. Рамалла. Это Наблюс. Это города Палестины. Наблюс. Угу. Дальше мы видим украшения из... украшения для хиджаба. Так, вот иные, значит, украшения женские. Так, интересно. Здесь я вижу что-то. Ой, здесь, видимо, свет отражается на моей видеокамере телефона весьма странным образом. Но мы здесь вот видим вот что-то наподобие руки, но непонятно. Да, ладони, но почему-то там только 3 пальца. Здесь известно, здесь в Палестине у нас серебро, черное серебро. Ага. Это украшение для ног. Опять-таки здесь началось это дрожание, вибрация. Ага. Ага. Да, местные жители очень любили украшать себя, свою одежду. Но мне все-таки очень-очень приятно видеть именно эту позицию. Да, это жернова. Алу. Ага. Так я не понял, здесь... вот еще. Это араб. Ага. Интересная форма. Который в пустыне работает, тоже в такой форме одевают.